Наш эфир продолжает брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Текущая эпидситуация в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, пожарную ситуацию на территории Республики Саха-Якутия, главой республики сегодня мне дано поручение в данном брифинге осветить две ситуации, которые складываются. Оценивая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, необходимо обратить внимание на то, что она остается сложной и напряженной, и, соответственно, на настоящий момент на территории республики зарегистрировано 136 новых случаев новой коронавирусной инфекции. К сожалению, большое количество случаев, 68 случаев, присутствует на территории столицы нашей республики в городе Якутске. 16 случаев зарегистрировано в Алданском районе, 11 в Мирнинском, 10 в Нерюнгринском, 4 в Ленском районе. Если для Алданского, Мирнинского, Нерюнгринского и Ленского района подобного рода тенденция количества выявленных случаев даже воскресных дней является тенденцией прежде всего связанных с большим количеством работающих на настоящий момент людей на производстве и, соответственно, определенного рода очаги, связанные с работами на производствах, то очаги, которые у нас и вообще случаи, которые регистрируются, а их 3 в Вилюйском, Егинокангаласском, Хангаласском, 2 в Амгинском, Намском, Нюрбинском, Аймиконском, Сунтарском, Усть-Алданском и по 1 в Абыйском, Булунском, Горном, Алёкминском, Татинском и Чурапчинском улусах. Они прежде всего связаны с семейными очагами, которые возникают в связи с приездом в данные улусы, соответственно, жителей, в том числе города Якутска, и возвращением людей из отпусков. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент, и сегодня глава республики это подчеркнул, что несмотря на сложную противопожарную ситуацию, которая осуществляется на территории республики, соблюдение мер по непосредственно связанных с соблюдением мер по вакцинации, по безопасности, связанной против коронавирусной инфекции, оно должно исходить из, прежде всего, того, что угроза опасности пожаров, и она является более серьезной и находится в рамках чрезвычайной ситуации. В связи с этим, безусловно, мы должны соблюдать меры, направленные на то, чтобы привлекаемые волонтеры, работники, приезжающие в улусы республики, они были вакцинированы. В связи с тем я обращаюсь к тем людям, которые желают быть волонтерами и помочь в тушении пожаров, обезопасьте себя и, соответственно, жителей тех районов, которым вы хотите помочь. Наши лаборатории продолжают работать, и за сутки проведено 1986 исследований. Всего обработано 1 284 825 тестов. На территории республики уже поступило 307 055 доз вакцины. На настоящий момент есть доступны без дефицита вакцина «Спутник», ВИ и «Спутник Лайф» практически в каждом муниципальном образовании. Исходя из транспортной логистики, есть ряд районов, в которые она еще не доставлена. Там мы приглашаем наши поликлиники для записи. И тем не менее хочу обратить ваше внимание, что сегодня у нас 91,2% от общего объема вакцины использовано. Соответственно, речь идет о том, что сегодня вакцина в республике есть. Приглашаем вас на вакцинальные пункты. И обращаем внимание на то, что 15 августа – это пресекательный срок для обязательной вакцинации граждан, для которых по постановлению Роспотребнадзора таковая вакцинация является обязательной. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вторую часть своего брифинга по поручению главы я должна осветить те меры социальной поддержки, которые будут оказаны пострадавшим лицам и семьям, которые у нас находятся в районах и в населенных пунктах, пострадавших от пожаров.
Необходимо обратить внимание, что этот комплекс мер рассмотрен системно, он будет приниматься в зависимости от шагов, которые сегодня совершают все органы государственной власти. На настоящий момент все граждане, которые непосредственно в населенных пунктах, которые находятся под угрозой, по их желанию доставляются в ЭВК-пункты в безопасных местах, которые, соответственно, располагаются и обеспечены питанием и местом для проживания для любого обратившегося из мест угрозы, находящегося в зоне пожара. Необходимо обратить внимание, что обеспечивается питание и проживание, и, соответственно, решаются индивидуальные вопросы по обеспечению и предметами первой необходимости, и, соответственно, одеждой. Источниками подобного рода помощи являются как государственные муниципальные средства, а также я хочу поблагодарить всех тех, кто оказывает соответствующую благотворительную помощь. Кроме того, первое решение, которое принял глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев, это обеспечение на каждого члена семьи, что касается Бескёля, непосредственно 30 тысяч рублей, которые у нас должны, уже сегодня все списки составлены, это 185 членов семей, на которых, соответственно, будет направлено по 30 тысяч рублей. Это не те первые денежные средства, которые необходимы на сегодняшний день для решения вопросов, соответственно, бытового характера, первой необходимости как таковой. Кроме того, обращаю ваше внимание, что сегодня формируется из пожилых граждан, которые непосредственно в Бескёле у нас проживали, которые оказались в зоне пожаров. Из них 6 человек уже изъявило желание непосредственно получить реабилитацию в одном из наших центров. Соответственно, они будут туда направлены. Сейчас формируется уже группа из 10 детей старше 8 лет для того, чтобы они были направлены в лагерь, соответственно, в лагерь «Орленок». Все организационные вопросы в данный момент решаются. На территории Горного Улуса работает и исполняющий обязанности министра труда Республики Саха-Якутия Алексеев Иван Иванович, который координирует данные вопросы. В полном объеме составлены списки граждан, которые проживали там, со всеми потребностями, необходимостями, возникшими на территории у граждан в связи с пожаром. Сейчас восстановлены уже паспорта 3 гражданам в кратчайший срок. ФМС Республики, МВД Республики Саха-Якутия отработала, восстанавливаются паспорта. В самом Бескёле, находятся представители Министерства имущественных отношений, которые оценивают ущерб. И, соответственно, следующим шагом, как уже сказал глава республики, будет непосредственно решение вопроса после оценки ущерба, понесенного по компенсации этих затрат как в виде разными способами, в зависимости от того, как выберут граждане, и, соответственно, восстановление их жилья. Все вопросы по нуждам людей, которые оказались в зоне пожара, находятся на прямом контроле главы Республики Саха-Якутия. Ответственные лица министерств и ведомств, соответственно, решают вопросы в пределах не просто установленного какого-то времени, а незамедлительно. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите новости в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. На железнодорожную станцию Нижний Бестях прибыла военная техника сводной инженерной роты Минобороны России для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В Алаиховском районе стартовал очередной отопительный сезон.
Лесной пожар у села Сангар Кабяйского Улуса находится на расстоянии 2 километров от населенного пункта. Об этом сообщил глава поселка Николай Попов. Так, по его словам, ситуация усугубляется из-за сильного ветра, который наблюдается сегодня на территории района. Также он отметил, что работы здесь велись всю ночь, и сегодня они продолжаются. Это карауливание местности, прокладка минерализованной полосы и местами встречный отжиг. Сегодня по плану, если погодные условия стабилизируются, то на ликвидацию огня вылетит вертолет. В работе задействованы более 140 человек и около 20 единиц спецтехники. Сегодня мы продолжаем работу по опашке вокруг поселка. Это и расширение минерализованной полосы, да, где-то местами по другим участкам проводим опашки, и, соответственно, при завершении опашки там сразу проводим работу по встречному отзыву. И, естественно, конечно, окарауливание тех участков. В целом в республике сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Огнем охвачено более 3 миллионов гектаров, действует 156 пожаров. За последние сутки удалось ликвидировать 3 пожара, 8 локализовано, 72 тушатся. Еще 4 очага обнаружено. На местах работает 4097 человек и 583 единицы техники. На особом контроле находятся лесные пожары в 6 районах республики. Это Хареэлях, Намского района, Бяськуэль, Горного, Кальвица, Сангар и Сите Кабяйского района, Итыккюэль, Татинского, Кылаи, Усть-Алданского, Кырыкы и Хамустах Верхневилюйского, а также поселок Ударник Тампонского района. Самые порывистые ветры были эти выходные дни. Благодаря работе наших лесопожарных сил, Министерства чрезвычайных ситуаций, местного населения, Министерства обороны, считаю, что самые тяжелые участки мы выдержали. Ветер, который дул в эти дни, идет направлением в сторону Вилюйской группы районов. И сегодня мы ведем работу по усилению сил и средств в этом направлении. В населенных пунктах Бяськуэль, Кырыкы, Кылаи, Итыккюэль, Ударник и Сельдюкар задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. На территории Верхневилюйского, Татинского и Кабяйского районов произведено 29 сливов и сброшено 87 тонн воды. За сутки общая группировка сил увеличилась на 495 человек. Количество техники увеличилось на 74 единицы за счет наращивания сил на действующие пожары в 8 районах Якутии. Специалисты МЧС России сегодня продолжат свою работу на территории Тампонского, Татинского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов, где сохраняется напряженная обстановка. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиации МЧС России близ населенных пунктов Кальвица, Сите, Айхал, Кырыкы и Бысытах. На железнодорожную станцию Нижний Бестях прибыла военная техника сводной инженерной роты Минобороны России. Всего на тушение лесных пожаров в Якутии Министерство обороны России направило 17 единиц техники. Это 10 бронетранспортеров, 3 Урала, 2 КАМАЗа, 2 путепрокладчика, БАТ-М, а также 128 человек личного состава. В данный момент производится выгрузка техники с железнодорожного вокзала в поселке Нижний Бестях. По указанию командующего Восточного военного округа совершили марш железнодорожным транспортом по маршруту Хабаровск-Якутск в 4-дневный срок. В данный момент производится разгрузка техники в готовности совершить марш для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Жители Чурапчинского Улуса мобилизованы на работы по тушению лесного пожара на юге-западе территории наслега Диринг. По принятым на экстренном совещании оперативным решениям удалось быстро мобилизовать людей из числа населения наслегов Чурапча, Диринг, а также работников организации Улуса. Работа осложняет сильный неблагоприятный ветер с порывами. Отметим, что пожар зарегистрирован 6 августа и его все еще не удается локализовать. По информации первого заместителя начальника ЕДДС, на месте пожара работают 111 человек и 13 единиц техники.
В Татинском Улусе лесной пожар угрожает улусному центру Итыкюэль. Всего площадь пожара составляет 30,5 тысяч гектаров. Сегодня утром туда отправился дополнительный отряд добровольцев. Напомню, что накануне по срочному объявлению оперативного штаба было мобилизовано 253 добровольца. Всю ночь, пока огонь был тихий, 5 бригад работали по тушению пожара на подходе к селу. Пропилена минерализованная полоса и проезд для вездехода «Сокол» с водой для заправки ранцев. Работа по блокированию и тушению огня продолжалась до самого утра. И где-то человек 250 с лишним. Мы их разбили на 5 бригад, назначили бригадиров. Мы сейчас оттуда приехали. Они всю ночь проработали. Из этих 5 с лишним километров там осталось чуть больше километра. Там лопатами и рыло, поливает рыло и эффективно там труд лопатой, кромку леса, кромку пожара откапывает и забрасывает туда вовнутрь. Дополнительно 3 бульдозера направили Жантуй, сейчас еще один ДТ-75 направим. Но ведутся работы, чтобы огонь туда не подошел. Порядка 700 огнеборцев привлек добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами с начала работы. Так, в минувшие выходные 13 человек были отправлены в село Итыкюэль Татинского района. Еще 24 добровольца выехали сегодня. При этом в отправке добровольцев штабу помогли глава города Якутска и Министерство транспорта республики. Кроме того, землячеством Татинского района в городе Якутске была собрана материальная помощь Улусу в размере 317 тысяч рублей. На сегодняшний день силами волонтеров удается сдерживать огонь и не допускать его к населенным пунктам. Штаб, в свою очередь, очень оперативно отреагировал и собрал команду из ребят-добровольцев. Ребята полностью оснащены всем необходимым: питанием, водой, ранцами, лопатами, бензопилами. И, конечно, они уже ребята подготовленные, у них это не первая командировка. Оперативный штаб Якутии разъясняет, что меры поддержки не ограничиваются лишь выплатой в 30 тысяч рублей на каждого члена семьи для нужд первой необходимости. Также будут осуществлены денежные выплаты по утрате имущества. Всем пострадавшим будут построены дома за счет республики. Сейчас оказывается помощь товарами первой необходимости для проживания в пунктах временного пребывания. Обеспечивается питание. Дети пострадавших жителей будут направлены в детские лагеря. Министерство сельского хозяйства определит ущерб сельскохозяйственным предприятиям и личным хозяйствам по поголовью КРС. Будут компенсации. Также будет возмещена утрата заготовленного сена и скота. А предпринимателям будет оказана помощь по линии Фонда поддержки предпринимательства. В селе Бяськюэль возобновили подачу газа. Об этом сообщил координатор работ по оказанию помощи жителям села Горного Улуса Степан Саргыдаев. Это все благодаря оперативной и грамотной работе сотрудников АО «Саха-Транснефтегаз». Напомним, что в селе Бяськюэль была прекращена подача газа из-за лесного пожара. В результате огненной стихии пострадал 31 жилой дом, сгорели также хозпостройки. От огня удалось спасти 225 домов. Сейчас ведутся восстановительные работы. 3 жителей села Бяськюэль обратились в отделение МВД России по Горному району для восстановления паспорта гражданина Российской Федерации по причине утраты документа во время пожара. Всем 3 заявителям главный удостоверяющий документ был выдан в течение 3 суток. К общему вниманию, государственная услуга по выдаче паспорта в связи с его утратой в результате стихийных бедствий будет предоставляться гражданам в республике также в упрощенном порядке. А в Алаиховском районе начался отопительный сезон. Накануне запустили очередной отопительный сезон теплоснабжающие объекты Алаиховского филиала ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Все 10 котельных в поселке Чукурдах, села Чкалов, Оленегорск, Нычалах и Русское Устье по приказу предприятия подали тепло потребителям. Каждый год Алаиховский филиал в начале августа первым вступает в отопительный сезон. Все котельные сооружения и инженерные сети филиала своевременно и 100% были готовы к запуску. В рамках ремонтной программы специалисты филиала установили новое котловое оборудование, заменили насосное и горелочное оборудование в ряде котельных.
Сегодня отмечается Международный день коренных народов мира. Праздник установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 476 миллионов человек. А теперь перейдем к новостям спорта. Владимир Путин сегодня по видеосвязи проведет традиционную встречу с членами паралимпийской команды России перед их отъездом на соревнования. В состав российской команды вошли 430 человек, из которых 241 спортсмен. Это 129 мужчин и 112 женщин. В команде 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. Всего в играх примут участие представители 50 субъектов Российской Федерации. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22 включенных в программу игр. Напомню, в состав сборной России также вошли якутяне. Это Анастасия Диадонова – плавание, Степанита Артахинова – стрельба из лука и Алена Дмитриева – волейбол сидя. Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Всего будет разыграно 539 комплектов медалей. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.